Любовь в каждом сердце. Третий год подряд в подмосковном Дзержинском проходит кинофестиваль мирового уровня. Здесь 27 августа, в день столетия российского кино, фестиваль стартовал. Здесь проходили кинопоказы и концерты актеров театра и кино. Звучала лучшая музыка из наших любимых фильмов, тех, что из детства. И здесь же 3 сентября вновь пронеслись кареты, запряженные белыми лошадьми, и по красной дорожке вновь прошли звезды театра и кино, продюсеры, режиссеры, композиторы, участники 3-го международного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце». Сегодня у нас большое количество звезд. Это говорит о том, что фестиваль наш, кинофестиваль, становится популярным. Очень приятно, что сегодня приехала Зинаида Михайловна Кириенко. Это вообще просто вот уникально. Это такая жемчужина. Илон Санна. Очень много молодых актеров, режиссеров. Много было интересных показов, очень много было интересных встреч. Для города это важно, потому что люди любят свой город Дзержинский. И самое главное, это такое событийное мероприятие, которое на сегодняшний день объединяет очень многих людей. Люди приходят с удовольствием, смотрят фильмы, кинопоказы, встречи. Поэтому любовь в каждом сердце. Я очень рада, что живет город. Я очень рада, что у кого-то хватает сил на то, чтобы это не похоронить, а развивать эту добрую традицию, потому что в Дзержинском вот уже 3-й раз это, и я понимаю прекрасно, сколько на это надо потратить себя, да, сколь изобретательным надо быть, чтобы во времена там маленьких бюджетов все-таки развивать фестиваль. Это потребность людей в том, чтобы это было, потому что раньше кино было гораздо больше в нашей жизни, и кино было разнообразным. Оно было вот не так, как сейчас, да, вот во всех кинотеатрах один фильм. Нет, можно было выбрать. Я уже вот сказала, мы открывали газету, и на задней стороне был такой вот список, в каких там... А во Дворце культуры главной водопроводной станции идет там Клод Лелюш. А здесь, ой, неделя немецкого кино. А где мы видели немецкое кино? Нет, мы бежим все и смотрим немецкое кино, потому что оно вообще интересное, другое. А сейчас мы смотрим все Марвел или там, да, тут Ди Каприо, тут Брэд Питт, мы все смотрим. Но я не говорю, что это плохое кино, я говорю, что все-таки хочется большего. Вот, потребность людей видеть разное кино, и замечательно. Снова мы на сцене, значит, люди в зале есть. Кто еще не в курсе, мы для вас только здесь. Поднотки с миру собрали и дарим вам для удовольствия зрителя, как всегда. Счастье поделись, станем вам здесь, в танце на сцене кружить с нами. Будто чеку мы влюбляемся в каждого, будь осторожен с такими милашками. Зал, внимание на нас, мы покажем вас. С нами теперь все веселей, там, где мы есть, там всегда веселей. С нами веселей, теперь с нами. Задержи дыхание, все для оправдания. Добрый вечер, уважаемые зрители, жители, гости. Сегодня у нас 3-й фестиваль, кинофестиваль «Любовь в каждом сердце». Меня сегодня спрашивали, а что такое «Любовь в каждом сердце»? Слоган или состояние души? Так вот я скажу, что это состояние души. Сегодня закрытие, немножко грустно, что вот этот недельный
кинофестиваль с большим количеством мероприятий, встреч, кинопоказов разного масштаба, разного формата закончился. У нас на кинофестивале много гостей. Очень приятно, что к нам приехали на наш кинофестиваль большое количество гостей, не только из России, но и из других стран. Мы рады видеть всех. Я надеюсь, что наш фестиваль станет каждый год все лучше и лучше. Мы будем встречать все больше и больше гостей. Все больше и больше будет интересных фильмов. Мы здесь любим кинематограф, и нам приятно, что такой кинофестиваль к нам приехал в гости, и здесь уже, я надеюсь, прописался надолго. Наверное, мало кто помнит, что было 3 года назад, как он начинался. Это был всего 1 день показов, сейчас, для сравнения, это целая неделя. Раньше все участники были только из нашей страны, сейчас это уже кинофестиваль международный, 7 стран представляют свои ленты. Появилась красная дорожка, лошади, кареты. Мне кажется, не знаю, как вам, но до Каннского фестиваля нам еще далеко, конечно, но направление выбрано правильно. Поэтому мы с удовольствием этот фестиваль будем принимать. Я думаю, что мы еще увидим красивые, интересные ленты, и вы, деятели искусства, порадуете нас, зрителей, своими достижениями. В программу фестиваля вошли 7 направлений – полнометражные, короткометражные, музыкальные и документальные фильмы, телеочерки, видеоклипы и фильмы-концерты. Из 300 присланных работ в финал прошли 60. Это участники из Магадана, Иркутска, Санкт-Петербурга, Краснодара, Коврова, Башкортостана, Новосибирска, Владикавказа, Москвы и Подмосковья. Кроме отечественных картин, в программе фестиваля были представлены киноработы из Эстонии, Украины, Казахстана, Грузии, Германии, Латвии и Южной Осетии. Самая далекая точка на карте – Республика Саха, Якутия. Чтобы попасть на кинофестиваль в Дзержинском, режиссеру Сергею Ширгину пришлось преодолеть почти 5000 километров, но оно того стоило, заявляет участник и один из лауреатов Международного кинофестиваля. Вообще об этом фестивале я совершенно случайно узнал, потому что, сами понимаете, где город Дзержинский, а где Республика Саха-Якутия, очень далеко. Вот, вы знаете, очень большая сила соцсетей. Интернет сейчас рулит, потому что мне в мае месяце еще написали о том, что существует такой фестиваль. Я правда действительно не знал об этом. Я охотно, конечно, согласился и направил свою заявку. Очень долго ждал, когда комиссия утвердит, примет ли, не примет. Но, вы знаете, когда пришел ответ о том, что мою работу приняли, наша группа съемочная была очень счастлива. Туда
году у третьего международного кинофестиваля новый статус. Еще больше фильмов в конкурсной программе. Но одно осталось неизменным. Тема киноработ, представленных на конкурс, о самом главном – о любви в каждом сердце. И данный фестиваль «Любовь в каждом сердце» – это правильное, точное название фестиваля, потому что любовь в каждом сердце воспитывается с малых лет, потому что когда родители держат на руках своего ребенка, они его любят. Они любят его таким, какой он есть. Они отдают ему всю душу. Они вкладывают в него все, то, что должно быть. И вот любовь в каждом сердце – это мгновение, которое нужно ценить, любить. Любить по-настоящему, открытым сердцем, открытой душой. Любить фестивали. Фестиваль – это своего рода отчет молодых режиссеров, которые только делают первые шаги в кинематографии, известных режиссеров, актеров. А сегодня вы посмотрите, город Дзержинский – это непростой город. В этом городе огромное количество фильмов, на которых выросло не одно поколение, снималось. И этот город с многолетней славой. Люди добрые, с открытым сердцем, с любовью в сердце пришли сегодня на этот фестиваль. И волею судьбы я очень рад, что я стою сегодня здесь, в этом прославленном городе. Вся наша жизнь, все о любви. И я думаю, любовь все равно по-прежнему все-таки самая вдохновляющая творцов такая составляющая нашей жизни, потому что, любовь, она как начало многого другого. Поэтому о ней можно говорить до бесконечности, и слава Богу. Более того, конечно, как некая коммерческая составляющая, любовь, она притягательна, потому что молодое поколение не заманишь там на политические санкции, а на любовь, пожалуйста. Что вы пожелаете фестивалю и зрителям? Я пожелаю счастья от открытия новых талантливых фильмов, потому что, наверное, величайшее счастье в нашей жизни, и людьми бы мы не были, кабы не ликовала наша душа при встрече с настоящим искусством. 25 номинаций, призы лучшим актерам, сценаристам, режиссерам полнометражных фильмов, а также короткого метра. Жюри отметило лучшее документальное кино и видеоклипы. В этом году в конкурсной программе появилась новая номинация «Телеочерки». Ее лауреатами стали журналисты телевидения «Угреша» Андрей Ясаков и Галина Филатова. Лучшим режиссером была признана Мария Сопова. Ее фильм «Новенький» получил еще одну награду фестиваля – «Лучшая актриса». Лучший сценарий – фильм «Крик тишины» режиссера Владимира Потапова. Эта лента об одной из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны, блокаде Ленинграда, собрала целую россыпь наград на кинофестивалях всероссийских и международных. Не оставила картина равнодушным и дзержинского зрителя. А приз зрительских симпатий разделили две киноработы. Это художественный фильм «Меня это не касается» режиссера Александра Новопашина и телеочерк «Береги» режиссера Зарины Тибиевой. Первый раз я на кинофестивале, надеюсь, не последний. Город очень хороший, а Дзержинск вообще как домашний. И жители здесь настолько добродушны, настолько добросердечны, вы знаете, как будто бы я дома. Очень хорошо было. Вы знаете, фестивалю рознь. Каждый фестиваль, наверное, какую-то свою специфику носит. Вот именно фестиваль в городе Дзержинске «Любовь в каждом сердце». Обратите внимание, название, все говорит за себя. Он объединил людей, в сердцах которых любовь, позитив и любовь к искусству, именно киноискусству. Это первый наш дебют, потому что мы в кинофестивалях не участвовали. Мы работаем обе на телевидении, Злата Тибиева и я. А сегодня хотелось с особым трепетом это подчеркнуть. Участие в кинофестивале дает мощный стимул для того, чтобы дальше работать и представлять уже лучшие работы. Союз деятелей музыки, кино и телевидения вручил специальные призы. Член жюри фестиваля, неподражаемая Наталья Хорохорина, получила награду за высокое служение искусству. Гость фестиваля, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, был отмечен специальным призом за выдающийся вклад в развитие российского киноискусства. А еще одной почетной гостьей кинофестиваля – легендарной актрисе, народной артистке РСФСР, лауреату Государственной премии СССР Зинаиде Кириенко был вручен приз за неоценимый вклад в отечественное киноискусство. Мне кажется, что фестивали должны смотреть, как преподнести людям радость, как возбудить в человеке надежду, веру.
понимаете, любовь, чтобы ему еще хотелось пойти на другой фестиваль или на этот же и посмотреть, а что же там еще будет, что так меня задело, так меня зацепило, так меня обрадовало, что не все потеряно, наоборот, еще впереди целая жизнь, интересная, наполненная событиями, добром. Добра надо много, я считаю, на фестивальных программах. Сейчас такого кино очень редко можно ждать, когда действительно человек просмотрит, перестрадает или порадуется, и ему хочется жить. Даже несмотря на то, что если это трагедия. Вот в чем удивительное само по себе искусство, что оно заставляет иногда человека из трагедии видеть свет. Сквозь полудневный сон слышен малиновый звон. Это рассвета гонцы, в травах звенят бубенцы. Это среди русских равнин вспыхнули грозди рябин. Это в родимой глуши что-то коснулось души. Малиновый звон на заре. Скажи моей милой земле, что я в нее с детства влюблен, как в этот малиновый звон. Этот малиновый звон от материнских икон, от той высокой звезды, да от минувшей беды. Пыльный затеплится шлях, где мы бродили в полях, где на заре, как сквозь сон, слышен малиновый звон. Малиновый звон на заре. Скажи моей милой земле, что я в нее с детства влюблен, как в этот малиновый звон. И у нас с осторожностью к каким-то вещам относятся, потому что кажется, что тебя будут учить, воспитывать, говорить, как надо, как не надо. Кино же должно воспитывать? Нет, кино не должно воспитывать, а кино должно, наверное, помогать человеку толкнуться на чувства, подсказать. Не показать, а подсказать. Поэтому мы любим, человеку нравится не высказанное слово, а намек на это слово, и он сам будет его. Интонацию вам покажут. Ты искал меня всюду, я вот
окна тихого дома. Да еще старики, что все так же стучат в домино, а за окном то дождь, то снег, и спать пора. И никак не сон, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. На дворе до темна крутит ту же пластинку. Ты сказал, что придешь, хоть на вечер вернешься сюда. Вечер мне ни к чему, вечер мал, как песчинка. Я тебя подожду, только ты приходила всегда. А за окном то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех. А еще любовь в каждом сердце – это встреча с любимыми артистами, которые познакомились с Дзержинским 3 года назад и прикипели душой к этому гостеприимному подмосковному городу. Я настолько благодарна этому городу за память, за культуру, которую в городе живет. И я считаю, что вот все разговоры, которые у нас были, возникали именно в этом городе, все не пустые, все очень наполненные. Поэтому я считаю, что вот эта любовь, наше взаимопроникновение и помощь друг другу, и взаимовоспитание, я бы сказала даже, получается. И дай Бог, чтобы и дальше так же. Я очень хотела бы, чтобы этот фестиваль вышел в такой статус, когда бы они могли выбирать среди большего количества фильмов, но любовь, вот есть такой фильм «Не любовь», да? Вот я против такого кино, честно вам скажу, потому что это понятие катарсиса, очищения человека перед Богом, перед зрителями. То есть мы должны показать, что у человека есть возможность себя изменить, поверить в любовь. Любовь – это двигатель, это единственное, что дает возможность нам жить. Поэтому то, что такой фестиваль здесь, и то, что собирает фильмы, которые дарят эту любовь, любовь, она всеобъемлющая, да, она к природу, к Богу, к матери, к отцу и ко всем, к детям. Это все вместе, это есть любовь, одно слово. Любовь в каждом сердце должен родиться именно в таком городе, в котором происходит очень много интересных вещей, связанных и с обороной страны, и с культурным наследием страны. Потому что сколько фильмов здесь снято, прекрасно понимаете. Поэтому все. Все закономерно? Абсолютно, абсолютно. И мы здесь с удовольствием и всегда. Кинозвезды, многие из которых скромно заняли места даже не в первых рядах зрительного зала, в этот вечер досталась непростая роль. Актеры распечатывали конверты с названиями фильмов-победителей по различным номинациям и, конечно, выступали с творческими номерами, даря свою любовь зрителям. Здорово, когда на свете есть друзья. Если б жили все в одиночку, то б уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля. Если б жили все в одиночку, то б уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля. Землю обогнем, потом махнем на Марс. Может, у оранжевой речки там уже грустят человечки от того, что слишком долго нету нас. Может, у оранжевой речки там уже грустят человечки от того, что слишком долго нету. Звать любовь не надо, явится нежданно, счастьем расцветет вокруг. Он придет однажды, ласковый, желанный, самый настоящий друг. Взгляд
ночь полна цветами. Если сон бежит, если сердце плачет, плачет благодарными слезами. Если целый мир стал для сердца тесен, если воздух полон песен, если расставаясь, встречи ищешь вновь, значит ты пришла, моя любовь. В этом году в организации кинофестиваля приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Они были волонтерами. Киноработы с их участием стали частью конкурсной программы, а инклюзивные номера поразили зрителей и участников церемонии закрытия кинофестиваля. Любой обманчив звук, страшнее тишина, когда в самый разгар веселья падает из рук бокал вина и черный кабинет, и ждет в стволе патрон. Так тихо, что я слышу, как идет на глубине вагон метро. Музыка и танцы, водевиль и драма. И все это на одной сцене. Ну а в финале церемонии закрытия 3-го международного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце» еще одно признание в любви. Президент первого и пока единственного в Московской области международного кинофестиваля Сергей Переверзев посвятил песню родному Подмосковью, региону, которому в этом году исполняется 90 лет. Подмосковье мое, Подмосковье, дорогие сердцу края. Подмосковье мое, Подмосковье, ты судьба и отчизна моя. Подмосковье мое, Подмосковье, дорогие сердцу края. Подмосковье мое, Подмосковье, ты судьба и отчизна моя. Подмосковье мое, Подмосковье, ты судьба и отчизна